Всем солнечный привет! На связи Вувун. Солнце светит все ярче, и на улице становится теплее. Так и хочется постоянно гулять и дышать свежим воздухом. Однако пока на первом месте учеба. До сессии еще, конечно, далеко, но время летит быстро, нужно учиться. А у меня еще и написание диплома. Особо не погуляешь. Но ничего, можно совмещать. А пока мы готовы поделиться с вами свежими новостями этой недели. Присаживайтесь поудобнее, меня зовут Мария Торопова, и мы начинаем. В этом выпуске в СГУ определят лучших студентов пловцов среди первых-вторых курсов. Веселый опрос ко Дню поэзии от команды Вувна. Фестиваль авторской песни и поэзии «Альма-Матер» начинает прием заявок. Как живется в России иностранному студенту, расскажет студент-медик 4-го курса Таха Салиман. В такую весеннюю погоду еще больше хочется, чтобы скорее наступили каникулы, ведь именно летом наконец-то можно искупаться в речке или теплом море. А вот нашим студентам не нужно ждать летней поры, потому что они плавают круглый год. В бассейне, разумеется. Продемонстрировать свои возможности ребята смогли на соревнованиях по плаванию, которые стартовали на этой неделе. Заплывы открытого первенства проходили в течение всей недели в плавательном бассейне университета. Участие приняли студенты 1-го и 2-го курсов всех институтов СГУ. Дистанция для юношей и девушек 50 метров. Стиль плавания вольный. Цель данного мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни, привлечение студентов к плаванию, посмотреть, скажем, выявить сильнейших участников среди вторых курсов, кто ходит на модули по физической культуре плаванию, и среди первого курса. В первый день соревновались студенты-медики. По их словам, они приходят в бассейн как к себе домой. Плавание – это стиль их жизни. Очень волнительно. Опять соревнования. Приходится справляться со своими эмоциями относительно спокойно. В понедельник, 28 марта, пройдет последнее соревнование по плаванию. Тогда же подведут итоги и состоится церемония награждения. Богдана Акопян, Полина Холодова, Андрей Мишарин. Специально для Вувна. О спорте поговорили, теперь можно перейти к творчеству. 21 марта отмечался Всемирный день поэзии. Специально для вас команда Вувна проверила наших студентов и преподавателей на знание известных стихотворений и не только. Ваша задача – продолжить стихотворение. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, гений чистой красоты. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, гений чистой красоты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Ночь, улица, фонарь, аптека. Помню только неприличное продолжение. Не вижу ни одного человека. Карандаш, огонь, вода. Цуефа. Ночь, улица, фонарь, аптека. Забыла. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Я достаю из широких штанин мой любимый отцовский карабин. Вот это я не помню, это из Маяковского, я знаю. Это Маяковский, я не знаю. Это Маяковский? Не знаю. Вот Маяковский, это паспорт он достает, но я не помню, как он это говорит. Паспорт? Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Тебя я знаю. Уже, да. Я к вам пишу, чего же более? Вы что хотите от меня? Что-то теперь лишь ваша воля. Меня прощением наказать. Да. Меня презрением наказать. Я к вам пишу, чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воли, меня презрением наказать. А теперь попробуем сами сочинить. Я начну, вы продолжите. Возле дома на крылечке появились две овечки. Девочки меряли колечки. Сидят голые овечки. Возле дома на крылечке убили человечка. Слышала вся улица, как они любуются. Я люблю курицу. Как дерутся курицы. Как соседи дуются. Слышала вся улица, как Егорка хмурится.
Кошка жмурится. Гуляла молодежь. Я мяукал на Луну. Ты кричала на Орду. В честь погибшего Муму. Я во славлю сатану, понимая, что тону. А она пила слюну. Мяу-мяу-мяу, му-му-му-му. На дворе март. Тает снег, греет солнце, а Катаевская дорога открыла плавательный сезон. В общем, наступает весна. Это значит, что пришла пора проведения 19-го фестиваля авторской песни и поэзии «Альма-Матер». В этом году конкурс пройдет с 7 по 9 апреля в камерном зале Насторовского, 55. Организаторами традиционно выступят Центр художественного творчества СГУ имени Петирима Сорокина и клуб авторской песни «Причал». Поучаствовать могут все студенты университета. Заявки принимаются уже сейчас в группе во ВКонтакте «Фестиваль песни и поэзии Альма-Матер». Также в этом сообществе вы найдете все подробности и новости предстоящего конкурса. Недавно на сайте университета появилась новость с рекомендациями для поступления в этом году. Но она была ориентирована в большей степени на российских абитуриентов. В нашем вузе также могут обучаться и студенты из других стран. Таха Салиман – студент 4-го курса медицинского института СГУ имени Петирима Сорокина, который с радостью согласился рассказать о том, как иностранному студенту живется в России и с какими трудностями он сталкивается. Ну, честно скажу, для начала я искал про других стран, но они либо были очень дорогие, либо уровень образования не очень. В России были нормальные цены, потому что мы на платная учеба у нас. И уровень университета тоже здесь в России неплохо. Поэтому я выбрал Россию. Ну, был вообще новый язык для нас, не похожий на английский. Ну, чуть-чуть несколько слов похожи, но насчет грамматики вообще не похоже. Ну, я учил русский язык, но здесь в Сыктывкаре учил их, хорошо, потому что, у нас была хорошая преподавательница. Но для начала грамматика была сложнее и читать тоже. Чтобы, большие слова сложно как звучит. Но на самом деле потом, когда будешь говорить нормально, практикуешь, это уже будет легко. Это самые первые слова, которые легкие, например, привет, как дела. Не надо, чтобы учить студент первое слово, это здравствуйте, не надо. Но представляете, сразу первое слово, которое надо учить, это здравствуйте, это ужас. Скажу, в Сыктывкаре, зиму не чтобы сразу был, например, минус 25, минус 30, нет. Он начинается с, у нас осень бывает 9, потом 0, но на самом деле не будет как сложно, чтобы быть холодно здесь очень. Просто одеваться нормально и ходить на улице. Тем более, что на улице, например, ты не будешь долго на улице, либо вот туда-сюда, либо гулять вообще, зимой, когда минус 20, никто не гуляет. Просто сидеть дома. Мне что нравится, это когда Новый год, потому что время с друзьями, с всеми людьми, тут очень хорошее настроение. Везде просто. Ты можешь видеть на улице, что это Новый год, а у нас несколько месяцев, несколько мест, они не весь Египет. В этом институте нет, такого не видят. Они, наоборот, есть преподаватели, которые очень сильно любят нас. Но даже когда они знали, что несколько студентов уезжают в другой город, они расстроились на это. Разные. Я, например, буду говорить про себя. Я люблю сказать, это зависит от человека. Например, не буду говорить, если кто-то сделал что-то не так, правильно, все вот эти национальные, они вот такие все. Нет, так неправильно. Я буду говорить, этот человек, он такой.
Вот. Просто, ну, остальные бывают, ну, есть те, которые хорошие, есть и относятся к иностранцам, есть, ну, они мало просто. Они не так очень хорошо относятся к ним. Просто надо заранее, чтобы узнали русский язык, чтобы не сразу будет как в шоке, когда ты будешь начинать учить хотя бы буквы и несколько слов, чтобы быстро просто учить его. И чтобы знать, почему ты в Россию приехал просто. Учеба или чтобы терять время или на что, просто чтобы знать твои цели, все. Наш выпуск подходит к концу. Кстати, если вы еще не знали, сегодня Час Земли – ежегодная международная акция, проводимая Всемирным фондом дикой природы. Принять участие в ней может каждый. Достаточно выключить свет и электроприборы на 1 час в половине 9 вечера. Вот и все. Мы новое узнали, вам все рассказали и показали. Желаю вам успешно завершить эту неделю, отлично отдохнуть и настроиться на работу. А если у вас будут интересные события, обязательно пишите о них нам. Пока-пока!